Вот это пожар произошел 11 числа ночью. А вы живете здесь недалеко? Да, вот тут недалеко. Уже несколько недель не может спать по ночам Фаузия Минулина. Боится, что снова случится пожар. На днях здесь, на улице Кулагина, горел мусор, огонь чуть не перекинулся на дома. Местные предполагают, его подожгли те же, кто свозит сюда отходы. Поэтому несколько дней назад соорудили баррикады. Втроем кое-как оттуда таскали. Чтобы никто больше сюда не мог заехать. Пока никто не заезжает. Три дня, пока, слава богу. Свалка появилась стихийно. Местные утверждают, пару месяцев назад мусор на грузовиках и газелях начали свозить неизвестные. И за такой короткий промежуток времени здесь скопились без преувеличения тонны мусора строительного, бытового, вот таких, например, покрышек, всего того, что обычно свозят на полигоны ТБО. Но это город, его историческая часть. Очень много автотранспортных средств, которые не хотят заказывать бункера, контейнеры, да, и сбрасывают мусор в близлежащие посадки, получается. Вот. В рамках санитарного двухмесячника мы это все выявляем, смотрим. Сегодня экологи выехали в рейд по незаконным свалкам Казани. И одну из них обнаружили в поселке Мирный, на месте мусорной площадки. Куча, как она растет, так и растет. Как говорят местные, в свалку это место начало превращаться в этом году после того, как здесь перестали регулярно вывозить мусор. Теперь и отходы, и пакеты, не помещаясь в контейнеры, летают вдоль улиц и посадки. Сейчас проблема, видать, у них. Говорят, что машина одна в день у них положена вывозить, и вот они не вывозят. С января вот они что-то стали мухлевать. Я говорю, давай вся улица не будем платить, говорю. А сын говорит, потом пришлют они тебе, говорит, 50 тысяч. И будешь платить? А сколько платите в месяц? 1000 рублей. Вот я с ребятами разговаривал, тут соседи. Я не знаю, это откуда такая информация, что перешло это в руки московской какой-то компании. С этим, мол, связано. Это для нас из ряда вон это. Из ряда вон мы такого никогда не видели. Эту площадку, как и другие казанские, обслуживает регоператор УК ПЖКХ. При наличии доказательств, которые подтверждают факт несвоевременного вывоза такого нарушения графика, ответственность лежит на региональном операторе. К этому же регоператору сегодня возникли вопросы и на заседании рабочего штаба Госкомитета по тарифам. Число жалоб на вывоз мусора только в народный контроль бьет все антирекорды. В апреле прошлого года 30, в этом уже 165. Очень много обращений идут, люди, в том числе, кроме как обращений, также и звонят, говорят, что вовремя не убирается. Представители регоператора подтверждают, проблема есть, но у нее конкретные причины. Первая – нехватка контейнеров. Только в Казани, по их словам, не хватает 62 площадок. Другая – так называемые серые извозчики. Те, кто привозит чужой мусор, причем часто не бытовой. Пока, да, нету никакой вот административной, грубо говоря, ответственности и заинтересованности органов, да, по наказанию таких там серых возчиков, да. К сожалению, это либо дежурить, либо вывозить там чаще, да, площадки, стараться там не допускать навалов. Что мы сейчас как бы сделали? Мы перестроили графики по всем проблемным площадкам, то есть они возятся либо 2, либо 3 раза в день. Однако в районах, также закрепленных за регоператором, считают иначе. На видеосвязи представители пестрецов. По их словам, из 5 контейнеров на конкретной площадке УК ПЖКХ вывозят мусор только из 2. В итоге сами пестрецы и граничащие с Казанью куйки превращаются в одну большую мусорку. Происходящее, считают в районе, откровенный саботаж. Регоператор даже не выходит с ними на связь. До сих пор на наши обращения, приглашение к какому-то диалогу, они нас просто игнорируют. Как заявили в Госкомитете по тарифам, смущает и тот факт, что объемы вывозимого мусора, о которых сообщает регоператор, не совпадают с объемами ввозимого на полигон. По факту намного меньше. Куда девается мусор и за какой объем платят жители? Пока вопросов больше, чем ответов. И, похоже, заинтересоваться проблемой могут и другие ведомства. Вы формируете сами негатив к себе. Устраняйте уже, это, сколько можно, мы одно и то же обсуждаем. Одно и то же из раза в раз. Регоператору УК ПЖКХ на заседании дали месяц, чтобы устранить недостатки и предоставить фото и видео доказательства проделанной ими работы. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.